культура расширяет и обогащает пространство красоты. Так пусть же вас окружает все самое прекрасное в этом мире. Мы приветствуем наших уважаемых зрителей на телеканале «Магаз». В эфире программа «Культура», в студии Лиза Барахоева. Главные темы выпуска. С каждым годом расширяется география нашего фестиваля. Он становится более узнаваемым, привлекательным для кинематографистов не только России, но и мира. О международном кинофестивале «Золотая башня» и кинофоруме «Кавказский ракурс», который впервые проходит в нашем регионе, нам поведала руководитель Ингушского отделения Союза кинематографистов Российской Федерации, продюсер, кинорежиссер Мадина Дзортова. Юные чтецы увековечили наследие легендарного Али Хашигулькова. В Назране прозвучало эхо великого ингушского поэта. Состоялся масштабный конкурс чтецов. Молгобекские дарования Адам и Лина Тутаевы сияют на международной большой сцене. Слово Али Татаровича Хашигулькова оживает. В Назране прошел конкурс чтецов. Школа номер 23 города стала эпицентром ингушской культуры, собрав под своей крышей ребят разных возрастов. Мероприятие посвящено многогранному наследию Али Татаровича Хашигулькова, выдающегося поэта, прозаика, художника и драматурга. Этот конкурс, призванный сохранить и популяризировать творчество мастера пера, превратился в настоящий праздник для юных талантов со всей республики. Учащиеся с невероятным энтузиазмом погрузились в мир проникновенных произведений Али Хашигулькова, стремясь не просто прочитать, а оживить каждое слово, пропустив его через призму собственного восприятия души. Қалған бол жетері бұқтың ақарбайнер ғалғайға бұл цежі бұаққал барыжы, замал барыжы қобалыж, доқалыш қобалыжы мет морзовай йозы гелыш масынян бери заңғыл шаңненці шам қобалыш цеметтенц бұаққал шау барыжы стихотворение еші, дуцыр деші Özü hakkış buluş, şam buluşu ve çandağı buluş, dergeci. Dergeci ve dabizashti halı, gılgay muhtu, dabiyarja, dashirvan, alsınlar, dağobu. Юные чтецы продемонстрировали не только безупречное владение ингушским языком, но и настоящее артистическое мастерство, тонко передавая всю гамму чувств, заложенных в произведениях Али Хашигулькова. Экспертное жюри, в составе которого были признанные филологи, деятели культуры и педагоги, оценивало каждое выступление по строгим критериям, от чистоты произношения и выразительности до глубины раскрытия образа, артистизма и эмоциональной связи с аудиторией. Говорят, каждый год будет такой конкурс проводить. Это очень хорошо. Можно было и нужно по всем другим писателям тоже. Наши есть очень хорошие писатели, поэты. Они и говорят, что они будут проводить по творчеству других писателей тоже. Если 300, свыше 200 учащиеся выучили стихи Али Хашигулькова, значит, каждый из этих детей, они усвоили для себя новые слова, ингушские. Если такой конкурс каждый год будет проводиться, значит, запас слов у нас будет больше. Для этого и проводят этот конкурс. Izdah sushan hans dut suvalar. Sodut suvalardı. Tğaştı deynilik, dinilik. Nana yiki ştıriyişler. Hepeki yüce yahın şuak. Das yahın der taktı ömü. Da in toza bağız boğaz boğaz. Da in çoğuz apırıkı. Şeye çütü uğraş. Şara çilyalçı. La ulus.
Шорты Баусаива. Победителей ожидает достойная награда, денежные призы и почетные грамоты. Призерами станут те, чье прочтение наилучшим образом раскроет глубину произведений Алиха Шигулькова, продемонстрировав не только виртуозное чтение, но и глубокое понимание вечных ценностей, завещанных автором. В нашей республике состоялось открытие 11-го международного кинофестиваля «Золотая башня». А также в нашем регионе впервые проходит кинофорум «Кавказский ракурс» в целях развития киноиндустрии Северного Кавказа и создания благоприятной туристической среды. У нас в гостях руководитель Ингушского отделения Союза кинематографистов Российской Федерации, продюсер, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия, директор Центра театра, кино и креативных индустрий Мадина Дзортова. Мы рады приветствовать вас, Мадина. Добрый вечер. Начнем с кинофестиваля «Золотая башня». Насколько мне известно, с каждым годом кинофестиваль становится все более масштабным, все более значимым. На ваш взгляд, чем он отличается от предыдущего года? Ну, во-первых, фестиваль отличается тем, что мы получили в этом году рекордное количество заявок. Дело в том, что в этом году у нас нет такого региона, откуда мы не получили бы заявку, то есть фильм. Даже так? Где-то 215 заявок мы получили, но отборочная комиссия у нас находится в Москве, она поработала. И где-то 70 фильмов вошли в конкурс. Поэтому сейчас, конечно же, и новые страны у нас в этом году. Это Куба, Аргентина, Нигерия. И я считаю, что все-таки с каждым годом расширяется география нашего фестиваля. Он становится более узнаваемым, привлекательным для кинематографистов не только России, но и мира. Я почему это говорю? Потому что 12 стран мира в этом году принимают участие в нашем фестивале. Но интересно то, что теперь будут латиноамериканские нотки, получаются, и даже отголоски Африки. Конечно. Дело в том, что все-таки вот эта работа, которая проводится республикой, это Министерством культуры и Союзом кинематографистов России, по фестивалю, оно все-таки становится более продуктивным в том плане, что в этом фестивале у нас и тоже запланировано при поддержке Министерства культуры, Ингушского отделения Союза кинематографистов проводят впервые кинофорум «Кавказский ракурс». Но это мероприятие проводится для того, чтобы привлечь внимание всей общественности, не только России, мира, для того, чтобы северокавказскому кино, какие проблемы у нас стоят, кинообразование, вот что нужно делать сегодня Северному Кавказу для того, чтобы войти, влиться тот поток киноиндустрии, кинематографии, который может быть сегодня на Кавказе. Все-таки Кавказ, он очень интересен, он очень кинематографичен, очень привлекателен для наших кинематографистов. Но сегодня грамотно это подать, грамотно показать те локации, те возможности Кавказа. Для этого и делается сегодня этот кинофорум. Он у нас пройдет завтра. Я помню, что в предыдущий раз, когда мы записывали именитых кинорежиссеров российских, они говорили о том, что особенно Джейрахский район – это уже готовые декорации. То есть куда ни кинь взор, то есть везде готовая картинка, готовая локация. Это действительно то, что необходимо по максимуму использовать. Но с этой целью, это проводится этот кинофорум. Туда приглашены самые крупные продюсеры России. И все-таки вот статус гостей, которые у нас будут находиться по приглашению Министерства культуры, это Геворкян Карене, это аналитик, востоковед, политолог, человек, который постоянно комментирует все события по Востоку. Также Алексей Рязанцев, Карафильм, это директор, генеральный директор Карафильм. Хорошо продакшн, Наталья Иванова. 3X Media приезжает, правда, не Инесса Юрченко, продюсер, а ее заместитель Святослав Жаданов.
Все, на 18 числа у нас выезд в горы. То есть мы хотим всем этим крупным продюсерам показать вот наш регион в той красе, в тех возможностях, которые они могут использовать в своих фильмах, в своих сериалах, в своих возможностях. То есть получается, что параллельно здесь также готовится почва для развития туризма в регионе? Да, это северокавказское мероприятие, большое мероприятие. Будут также принимать участие все мои коллеги по Северному Кавказу. И, конечно же, все-таки кавказский ракурс, для чего он нужен. И я вот вначале сказала, что очень интересен Кавказ всему миру. У нас есть очень интересные события, исторические события. У нас вот даже сейчас при поддержке Фонда культурных инициатив у нас снимается в горах фильм, вы знаете, да? «Зерзюки. Воины чести». Все-таки вот именно те локации, те возможности, которые предоставляет Кавказ, они не использованы до конца. Мне кажется, что нужно, чтобы больше их привлекать, больше, чтобы у нас снималось фильмов, больше мы сами должны говорить о себе. То есть рассказывать всему миру о своих легендарных личностях. У нас их много. И также во всех регионах северокавказских есть свои герои, есть свои исторические события, есть о чем рассказать не только России, но и миру. Поэтому я считаю, что все-таки это очень полезное, важное мероприятие наравне с нашим фестивалем, который уже, уже идет семимильными шагами, я бы сказала, давая возможность людям, молодежи. Вот в этом году очень много молодежи. Вот в чем особенность нашего фестиваля. Очень много короткометражных фильмов поступило. Мы даже вот не знали, что делать, потому что вот каждый, и даже учащиеся студенты вот самого главного вуза Международной школы кино, ГИК, участвовать в нашем фестивале. Мы просто должны понимать важность, необходимость его проведения. Если проводится такого масштаба фестиваль, это говорит о том, что у нас стабильный регион, что мы можем принимать таких высоких гостей у себя. Также мы можем показать всю красоту нашей республики. То есть, получается, та работа, которая была проделана за 10 лет, сейчас 11-й кинофестиваль, уже 11 лет получается, она имеет такую динамику. Вы сказали о том, что даже студенты в ГИКа пробуют свои силы. То есть это говорит о том, что фестиваль уже давно на слуху, работа, которая проводится, имеет свои плоды. Но, на мой взгляд, сейчас вот лично вам и членам жюри предстоит самое сложное. Это среди большого количества заявок выбрать самые достойные работы. По каким критериям? Ну, конечно, сегодня это важность, актуальность. Вот все это оценивается. Это разные вещи, вот документальных игровых фильмах. В игровых фильмах это сюжет в первую очередь. Это режиссерская работа, это лучшая женская роль, мужская роль, лучший игровой фильм. Но мне очень жаль, что я думаю, что оргкомитет все-таки на следующий год решит ввести номинацию «Лучшая операторская работа». Я думаю, что именно в этом плане очень много хорошей операторской работы фильмы. И к тому же сейчас вот по документальным, если взять, это актуальность. Насколько сегодня полезен этот фильм для общества. Сюжет фильма, история. Самое главное – это история. История, да, история, о котором… Да, вот в прошлом году у нас был фильм. Это, по-моему, Северная-Осетия представила фильм о почтальонке, которая очень далеко ходила. У нее не было ни транспорта, пешком.
доносил вот эти письма, высокогорные эти аулы, ну там, Северная Осетия. И, конечно, вот простые истории о том, о людях. И, конечно, чем больше вот таких историй, я думаю, что тем этот... И сегодня, если говорить по каким критериям, самая главная история в документальных фильмах. Это если вот мы еще оценим, если, например, документальный фильм, и вот мы с тобой, да, вот сейчас беседуем, если человек чувствует жанр документалистики, что это означает? Это то, что вот живой разговор, живой рассказ о этих историях, о этих людях, о которых мы рассказываем. И простота изложения, да, тоже? Да, ну, вот вы знаете, вот там очень мало дикторского текста в этих фильмах должно быть. Почему я такой пример привела? Это живой разговор. То есть одна картина, она переходит в другую, да, вот, и это незаметно, там никакой диктор не участвует, это все так. Поэтому очень много критериев, по которым мы оценим фильм. Этапы проведения кинофестиваля, они традиционные из года в год. На этот раз все будет в такой же последовательности, и когда уже будут подведены итоги? Я думаю, что вот сегодня открытие, да, состоялось. Международное жюри во главе с Валерием Ахадовым, и в этом году председателем жюри игровых фильмов у нас народная артистка Российской Федерации Тамара Ендиева. И, конечно же, после просмотра жюри всех фильмов, 70 фильмов отобрали, я сказала, конкурс, уже итоговое заседание, я думаю, будет 19 числа утром. То есть итоговый протокол жюри подготовит уже 19 числа. Здорово. То есть победители будут известны уже все. Протокол, все, итоги жюри, заседания мы опубликуем в соцсетях. За 3 дня, получается, необходимо такую колоссальную работу проделать. Да. Это всегда так было. Из-за того, что всегда было фильмов очень много, мы поэтому разделили 2 жюри. То есть у нас 2 жюри. Жюри игровых фильмов, жюри документальных фильмов. Также у нас, вы знаете, да, номинации «Лучший северокавказский фильм». В этом году где-то 50 фильмов участвуют со всего Северного Кавказа. Нет ни одного региона в Северном Кавказе, который не подал заявку на наш фестиваль. Также меня очень радует, где-то 5 фильмов у нас от Ингушетии. И, конечно же, жаль, что ребята, которые сейчас в данный момент снимают фильмы, не успели. Но думаю, что на следующий год у нас 2 игровые картины будут на фестивале ингушских. И поэтому я считаю, что все-таки огромная работа проделывается и Министерством культуры, и Союзом кинематографистов России, потому что отборочная комиссия находится у нас в Москве. И, конечно же, все-таки, когда мы видим результаты нашего фестиваля, как его воспринимают и других, и очень важно сейчас сказать, что в этом году тоже у нас принимают участие фильмы из стран БРИКС. Поэтому это тоже важное событие. Также информационным партнером у нас является ИТАРТАСС нашего фестиваля. Это крупное агентство, это не нужно никому говорить, все знают, что это такое. Поэтому фестиваль уже зарекомендовал себя и уже идет своей жизнью. Мадина, спасибо вам огромное. Мы желаем вам удачи в работе. Ну а мы непременно будем освещать итоги международного кинофестиваля «Золотая башня» в нашем эфире. Конечно, вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить НТРК «Магаз» за то, что каждый год они сопровождают наш фестиваль, постоянно дают информационные сообщения до фестиваля, во время фестиваля, по окончанию. И очень живо интересуются жизнью фестиваля.
и руководство вашего телеканала, и ваш коллектив. Хочу поблагодарить. Действительно, вы являетесь нашими самыми главными информационными партнерами. Спасибо вам. Спасибо вам большое, нам очень приятно. Юные дарования из города воинской славы покорили международную большую сцену. Ярким свидетельством неиссякаемого таланта земли ингушской стало триумфальное выступление Адама и Лины Тутаевых, учащихся детской музыкальной школы города Малгобек на престижном международном фестивале «Большая сцена». Они, представляя нашу страну, успешно прошли 2 отборочных этапа и блестяще выступили в финале, став обладателями дипломов полуфиналистов и финалистов. Этот впечатляющий успех, достигнутый детьми, результат кропотливого труда и безграничной любви к искусству. Он стал возможен благодаря талантливому руководству их преподавателя по вокалу Аси Курскиевой, неустанному усердию самих ребят и поддержке Министерства культуры и туризма Республики Ингушетия. Несмотря на столь юный возраст, Адаму всего 10, а Лине 12, своей проникновенностью исполнения, ярким артистизмом они сумели не просто покорить, но и по-настоящему очаровать членов жюри и многочисленных зрителей. Отметим, что «Большая сцена» – это ведущий международный проект в индустрии вокального и хореографического искусства, успешно реализуемый в России с 2021 года, собирающий на одной площадке талантливых исполнителей со всего мира. Путешествие в мир добра и красоты покорило сердца юных зрителей. Ингушский государственный театр юного зрителя с триумфом продолжает показы спектакля «Гадкий утенок» в постановке Светланы Озерской, собирая полные залы и даря незабываемые эмоции детям. Каждый показ спектакля – это настоящее погружение в волшебный мир, где талантливая игра актеров, потрясающие костюмы и современная сценография гармонично сливаются с уникальной интерпретацией классической истории. Прекрасное музыкальное сопровождение усиливает впечатление, создавая атмосферу полного восторга и искренней радости. Смотреть все вот так – это много лучше, чем читать и смотреть телевизор. Ведь мы актеров видим по-настоящему. Этот спектакль не просто сказка, а глубокое погружение в историю о принятии, доброте и обретении истинной красоты. И он нравится даже взрослым. Свои в музее. Герои нашего времени в стенах мемориального комплекса жертвам репрессий. Музей распахнул свои двери для тех, кто сегодня защищает нашу Родину. Участники специальной военной операции и их семьи приглашаются к бесплатному погружению в историю, чтобы прикоснуться к судьбам тех, кто пережил годы репрессий, познакомиться с уникальными архивными материалами и экспонатами, а также принять участие в тематических экскурсиях. Герои познают прошлое, чтобы ценить настоящее. Стены комплекса наполнились тишиной, нарушаемой лишь отголосками прошлого, когда в залах появился особенный гость. Участник СВО, чья скромность позволила ему остаться инкогнито. Его визит стал ярким примером глубокого смысла акции – предоставить воинам и их семьям возможность безвозмездно соприкоснуться с историческим наследием, будь то постоянные экспозиции или временные выставки. Этот визит не просто знакомство с прошлым, а возможность переосмыслить настоящее через призму исторической памяти. На этом наша передача подошла к концу. Оставайтесь с нами на телеканале Магас. До новых встреч!